Вот сегодня я бы хотел про одного персонажа, одного из самых ярких для меня, например, с книги «Бытие». Иосиф, мне кажется, он очень яркий персонаж из Ветхого Завета. Это такой человек. Я, когда читаю про него, когда читаю то, что про его жизнь, я думаю, Иосиф мой брат, я какие-то вещи переживаю похожие. И Слово Божие говорит, если мы откроем послание Иакова, 1 главу, 25 стих, там написано: «Но человек, который постоянно вникает в совершенный закон, закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах». Человек, который пребывает в Слове Божьем, который становится специалистом в хорошем смысле того, что говорит Слово Божие про ту или иную сферу, про разные вещи, это человек, который будет блажен во всех своих делах. Это челлендж, это вызов в этом году поменять, может быть, отношение к Слову Божьему. Если уже есть классное отношение, то идти дальше. Наполняться этим Словом и быть не просто слушателем, а исполнителем. Иногда мы столько всего слушаем, иногда столько всего читаем, но не все исполняем, не все успеваем исполнять. Но главное и читать, и исполнять, и наполняться, и чтобы у тебя понимание росло о том, какой Бог, какая воля у Него, но также, чтобы ты не отставал, именно исполняя Слово. Возвращаясь к нашему брату Иосифу, это человек очень вдохновляющий тем, что человек, который родился в хорошей семье, в верующей семье, даже в богатой семье, это был человек, который... У него отец Иаков был, Авраам, Исаак, Иаков. Это такие великие люди, это были отцы веры, но так получилось, что он был отнят от своей семьи. Бог, интересно, он иногда открывает тебе будущее. Он говорит, вот твое предназначение. Это всегда что-то классное. Это всегда что-то большое, это такое, что требует веры. Иногда что-то прям грандиозное, но Бог не сразу открывает тебе, как это именно произойдет. Мне кажется, если бы Бог всегда открывал, что будет до этого, то некоторые из нас бы сказали просто: Господь, я не хочу этого призвания, хоть это все звучит прекрасно, но я не хочу пройти этот весь путь. Просто прочитать отрывок из Ветхого Завета, это Бытие, 39 глава, с 2 по 6 стих. Там написано про Иосифа, что Господь был с Иосифом, и он преуспевал, живя в доме у своего египетского господина. Его господин увидел, что Господь с Иосифом, и что он дает ему успех во всем, что он делает. Иосиф нашел расположение в его глазах и стал его личным слугой. Потифар поставил его над своим домом и доверил ему все свои владения. И с тех пор, как он поставил его над всем домом и всеми владениями, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Благословение Господа было на всем, что было у Потифара, и в доме, и в поле. Поэтому он доверил Иосифу все, что у него было, и не заботился ни о чем, кроме того, чтобы поесть. Иосиф же был хорошо сложен и красив, но это не самая важная часть. Он был еще красавчиком, помимо всего. Про Иосифа немного очень написано, именно про его историю, как он рос, какими вещами он занимался, сколько он Писания читал, сколько там в него вкладывали всего. Просто мы знаем, что был Иосиф, он был любимым сыном. Его братья ненавидели из-за того, что его отец выделял. Его братья еще потом сильнее начали ненавидеть, когда он начал делиться такой Божьей судьбой для него, своими снами. Когда он поделился словом от Бога, они начали ему завидовать, я думаю, и еще больше его ненавидеть, потому что думали, они так разговаривали, этот выскочка, чувак, который сны видит, как навидец, он опять пришел, давайте уже убьем его. Слава Богу, было 2 брата, по-моему, которые такие, не-не-не, давайте так не будем делать, давайте его хотя бы кинем просто в какую-то яму, и он сам умрет там. Мы не мы прольем его кровь, а он сам просто высохнет, что-то с ним произойдет. И в конце концов они его продали в рабство. Ты был в семье, ты был просто в хорошей семье, ты рос, и потом тебя братья с тобой плохо поступают, тебя кидают в яму, продают в рабство, ты попадаешь, тебя кто-то покупает, и ты попадаешь вообще в новую страну, в новое место, и ты раб. Это не просто вызов, это такой вызовище. Это что-то очень сложное, это что-то очень такое, то, что нелегко принять. Начальник увидел то, что он преуспевает.
И я думаю, там был не один слуга в доме Потифара, потому что Потифар был вообще важный человек. Я думаю, у него много слуг было. И среди всех он видел, что вот этот слуга, вот этот преуспевает. Бог с ним, он дает ему успех. Не просто так, что Господь просто был с Иосифом, Иосиф там был лентяем, Иосиф там хулил Бога все время ходил, Иосиф причитал, не исполнял свою работу правильно, а Господь был с ним, и Господь его благословлял и двигал. Слово Божие говорит это то, что Бог, Он тем, кто верен в малом, Он дает больше. Те, кто смирен перед Ним, Он таких людей поднимает. И Он, наоборот, смиряет тех, кто гордые. Поэтому я понимаю то, что Иосиф, он имел вот эти качества, он имел вот это откровение о том, какой Господь. У нас есть намного больше информации, у нас есть намного больше откровения, учения, да, о Божьем характере, о том, что Бог хочет, какой Бог. Но он с этим маленьким, то, что у него было, вот он понимал характер Божий. И это можем увидеть в других местах из Писания, как он относился к Божьему Слову, насколько он понимал характер Божий. Этот человек был очень верным, и именно он был хорошим слугой. И я хотел бы это связать к нашей жизни и вообще к этому году, и к своей жизни. Я себе это говорю, то, что я понимаю, у Отца Небесного есть воля на этой земле, для нашей церкви, для разных сфер. И я хочу в этом году не просто циклиться на себе, чтобы я был человеком, который не только думает про свои желания, не только готов смотреть на себя, видеть свои нужды, но смотреть вокруг, вот что Бог делает, куда Он двигается, как Он хочет использовать меня, нас. Первый персонаж, который хочет убить что-то Божие в жизни Иосифа, это Блуд, это жена Потифара. То есть этот парень молодой, он уже в рабство его продали, уже он много чего перетерпел. Тут он принимает все это, он становится верным, он принимает то, что окей, я сейчас раб, я слуга, я буду лучшим слугой. И он начинает верно исполнять свое дело, и тут его замечают, да, помните, там в конце было, Иосиф был хорошо сложен и красив, это ключевая вещь. И через некоторое время жена его господина стала заглядываться на него и сказала: «Ложись со мной». Он отказывался, сказав: «При мне мой господин может ни о чем не заботиться в доме. Все, чем он владеет, он доверил мне. В этом доме я самый главный, и мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» И мне так понравилось вот это слово именно в конце. «Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога?» Он не говорил против Потифара, против тебя даже, против его жены или вообще. Но он понимал, что то, что она просит его сделать, она гонялась за ним, да, говорит: «Ляг со мной», то он понимал то, что это великое зло в глазах Божьих будет. И опять же, не было закона, не было каких-то прям много откровения. Сегодня у нас столько всего есть, но некоторые из нас так просто глаза, да, закрывают на некоторые вещи. Или просто наши чувства, они оказываются иногда сильнее, чем истина Слова Божьего. И мы где-то закрываем свои глаза, мы где-то, может, перелистываем. Но Иосиф, он понимал, что это... И он называл грех так, как он есть на самом деле. Великое зло и грех против Бога. Он не назвал это чем-то, давай не будем такую схемку заводить, давай не будем так общаться. Он прям конкретно, он понимал. И дальше там написано: «И хотя она уговаривала его каждый день, он отказывался лечь с ней и даже быть с ней». Тут тоже классный момент, что он не просто отказывался именно вот лечь с ней, но он отказывался даже быть с ней. И я тоже думаю, это очень важное слово для нас. Иногда мы понимаем, вот это грех, вот это конкретно, вот это прям точно грех, а вот это, я могу рядом быть, я могу вот около где-то быть, но и будет нормально. Но
у Иосифа совершенно другое отношение к этому. И я верю, это вот как раз относится к его верности, к его вот тому откровению о Боге, которое он имел, то, что он понимал, что игры вот эти не надо играть мне. И он говорит, нет, я даже с ней рядом не буду находиться, я даже не буду, как бы... Он отказывался даже быть с ней. Но однажды он вошел в дом по своим делам, когда никого из домашних не было в доме. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. Да, очень. Но он вырвался и убежал, оставив верхнюю одежду у нее в руках. То есть она его там конкретно схватила, потому что даже одежда не выстояла. То есть он как-то, ему пришлось, я думаю, увернуться, как-то прям вырваться. Я вижу, что никого не было там, да, он зашел в дом по своим делам, когда никого там не было. Никто не видел. Никто бы не узнал. Может быть, я уверен, Потифар, если он важный такой человек, он все время в разъездах, он там в командировке, он где-то за границей. Это точно, это уже достоверенная информация. Я вот никого из слуг нету, никого нету. Можно, в принципе, сделать дело. Можно, в принципе, как бы все получится, все пойдет. И мы же тоже часто так иногда относимся, мы делаем какие-то вещи, мы ходим в какие-то места, и мы вот имеем такую уверенность, но вот здесь точно с церкви никого не будет. Вот здесь точно никто меня не увидит. Я вот здесь один, я совершенно, вот я в своей комнате вечером один, никого здесь нету. Но Иосиф понимал то, что хоть никого нету, Господь все видит. Неважно, как мы скроемся, неважно, куда мы спрячемся, Господь всегда увидит. Господь всегда видит. И Господь всегда... Я верю, опять же, вот это был решающий вопрос жизни Иосифа. Как он поступит в этой ситуации, как он отнесется к греху. Но мы видим, как он отнесся. И это классная стратегия. Вот, что делать с грехом? Надо убегать от него. Иногда тоже мы думаем о себе, ну я уже сильный, я уже верующий 7 лет был, я уже это преодолел, я уже то преодолел, значит, ничего страшного. И жену Потифара тоже преодолеем. Но я бы себе не доверял, я бы лучше... Вот правильная вот тема — бегать, убегать. Поэтому вот вызов на этот год всем бегунами становиться. Вот. Бегать от всяких разных ситуаций, иногда от людей не тех, иногда от предложений не тех заманчивых. Я думал тоже, вот размышлял об этой всей ситуации, вот как это относится к моей жизни, как это относится вообще к нашей жизни. Но сегодня, может быть, у нас нету, мы не слуги в доме Потифара, и нету жены Потифара, которая за тобой гоняется и тебя пытается поймать и говорит, ложись со мной. Но у нас есть другие искушения, у нас есть другие вещи, и я сегодня хотел бы затронуть вот эту тему. Порнография. Это такая вещь, которую... Вот некомфортно даже это слово говорить, да? Вот даже не хочется, и ты думаешь, вот... И это такое слово часто, очень мало об этом вообще в церквях, мне кажется, говорится. То, что это реальная вещь, это реальный враг, это реальная жена Потифара у тебя в телефоне, у тебя в компьютере. Ее физически не должно быть, но это то, что гонится за тобой, и это то, что втягивает с молодого возраста очень многих людей. И я понимаю, это такая сфера, такая тайная, непонятная. То есть тут может быть... Всякие статистики есть, даже в церквях, вот когда там сколько пастырей, сколько людей Божьих вовлечены в это, сколько вот людей, которые рождены свыше, которые исповедуют Господа Иисуса как Спасителя, которые даже могут на сцене петь песни поклонения, сколько из них живут в порнографии, сколько из этих людей, они в рабстве в этом. И я это понимаю, потому что я тоже, когда был без Бога, когда я был абсолютным рабом порнографии. И я здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать, опять же, что я 7 лет живу в абсолютной свободе от порнографии. Иосиф — это пример. И на самом деле, если говорить про меня, про мою жизнь, у меня не было такого чего-то, я не знаю, прям сверхъестественного, что Господь сошел с небес, ангел пришел в комнату, коснулся меня и сказал, вот, все, теперь ты свободен от порнографии. Но это было
моя встреча с присутствием Божьим. Я когда начал молиться, когда я покаялся, вообще у меня был момент покаяния, такой глобальный, где я встретился с Господом, где я посвятил свою жизнь Ему. Я не думал об этом, я просто... Это то, что вот живет у тебя в жизни. И я понимаю, наша культура, я в то время жил в Америке, там это настолько все нормально, это настолько распространено, что если ты молодой парень, и ты не смотришь порнографию, что-то с тобой не то. Потому что ты же должен там расслабляться, ты же должен там как-то... То есть это такая вещь, которая вот на устах у всех. Причем они вообще не стесняются. Я не знаю, у нас более консервативное общество, и я знаю, что многие люди здесь сейчас даже вздрагивают при вот этой теме, и вот так не чувствуют себя особо комфортно, но это такие вещи, которые дети обсуждают иногда с родителями за столом. Это то, что... И это настолько нормализируется обществом, то, что это нормально, это естественно, у нас у всех есть вот эти желания, вот эти побуждения, ты не должен себя как-то ограничивать, делай, что ты хочешь. Но Иосиф, он понимал то, что это великое зло и грех против Бога. И это то, что это есть на самом деле. Порнография, блуд и вообще вот эта любая сексуальная нечистота, ты крадешь, если ты молодой человек, который еще не женился, не вышел замуж, не вышла замуж. Это то, что крадет будущее твоего брака. Это то, что портит. Это то, что ты сегодня получаешь мгновенное какое-то, может быть, удовлетворение, но это то, что ты крадешь. Ты кредит берешь будущего своего в своем браке, в том, то, что Господь запланировал. Потому что секс — это что-то хорошее, это то, что Господь сотворил. И все, что Господь сотворил, это хорошо. И Бог поставил рамки определенные этого. Он поставил определенные границы этому, чтобы это было благословение в твоей жизни, в моей жизни. И это таким и будет, если мы будем правильно к этому относиться. Но если мы сегодня будем себя обкрадывать, если мы сегодня будем в нелегальных вот этих вещах, вот секс вне брака и все, что связано с этой сферой, это ты вступаешь на не ту территорию. Это вот запретная территория. Туда, куда ты должен вступить после брака. И тогда это будет максимальным благословением в твоей жизни. Когда я встретился с Божьим присутствием, когда я начал молиться, начал переживать, я не думал об этом именно в ту секунду, потому что это то, что было частью моей жизни обычной. Но когда я начал молиться, соприкасаться с песнями поклонения, просто в один момент мне просто Господь вот как-то открыл, и я в тот день понимал, это мерзость для Господа. Это все, что я понял. Я никакого не получил сверхъестественного, прям супер чего-то. Просто я понял, это мерзость в глазах Божьих. И мне именно Господь, это одно из первых, вот то, что я слышал от Господа для себя, для своей жизни, это мерзость для меня. Это больше не может быть частью твоей жизни. И я стоял в том месте, и я понимал, я это забыть не смогу. Вот я сейчас это принял, я это услышал, и это будет навсегда в моей жизни свидетельством, что я не смогу сказать потом Господу: Господь, я забыл. Господь, мне захотелось очень сильно. Я очень-очень устал, у меня стресса много. А так часто люди, вот общаешься с разными людьми, и они говорят про грехи какие-то свои, и они говорят: ну вот представь, вот у меня столько стресса было, я настолько уставшим был, и то, и я поэтому упал. И я, с одной стороны, хочу аккуратно разговаривать, потому что Господь говорит со страхом: сами о таких вещах рассуждайте, чтобы вам самим не впасть. Но я могу сказать, в тот день я понимал, просто это зло. И я больше не могу никогда себе это оправдать, что это не зло в глазах Божьих, что это что-то правильное, что это что-то нормальное. Поэтому сегодня я хочу быть свидетелем насчет этого. И только это понимание, я понял, я сказал: Господь, хорошо, это зло в твоих глазах, это то, в чем ты не хочешь, чтобы я жил, дай мне силы для этого. Дай мне силы никогда в это не вернуться. И я могу перед Богом сегодня говорить: слава Господу, я 7 лет, как я верующий, я абсолютной свободе от этого живу. Поэтому это совершенно возможно. И это не просто возможно, это Божья воля для нас. И когда мы находим Божью волю, мы встаем на нее и просим Божьей благодати, Божьей, вот
даже Божья воля, она в себе держит, как семя, благодать. Когда ты ее принимаешь, она высвобождает. Когда ты это принимаешь, выходит вот эта благодать, чтобы тебе исполнить Его Слово. Галатам 5 глава, 22 стих. Там написано, что плод же Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта и верность. Там еще дальше, там еще несколько есть, но для нас сегодня актуальна именно верность. И я очень благодарен Богу, что верность — это не дар, это плод. Потому что если бы это был дар, то верность — это такое, либо у тебя есть, либо нету. Ну, извините, у меня нету такого дара, я неверный человек. Но, например, в моем случае я очень рад, что я когда-то это увидел, что я когда-то это принял, что верность — это то, что... Вот я могу ничего не уметь, я могу быть абсолютно... Вот я не умею ни то делать, ни это, ни то. Но что я могу делать? Я могу быть верным. Это для меня такая... И я искал часто такие вещи, которые я могу делать без всяких талантов определенных. И быть верным никакого не нужно таланта. Это просто посвящение, это даже то, что это как плод, то, что Бог может взрастить в твоей жизни. И верность начинается с малого, с чего-то. Я когда пришел в церковь, меня несколько раз просили воду купить на служение. И я увидел эту нужду. Потом, после того, как меня несколько раз попросили, и деньги мне дали на это, я думаю, так все могут. Деньги получил, сказали, пошел, сделал. И я вижу, это нужда, это каждый раз меня просят, значит, окей, больше меня не просите, я понял, я все понял. Я с того момента начал ходить, покупать воду. И все. Меня перестали спрашивать, и уже это как само собой. Вода есть всегда. Потому что кто-то взял на себя эту вещь. Это было моим первым проявлением верности в какой-то. Потом другие вещи. Я видел что команда поклонения все время аппаратуру таскает. И я думаю, я не в поклонении, я, в принципе, ничем не занимаюсь после служения. Я начал к ним подходить, говорить, что вам помочь, братья, туда-сюда. И начал носить аппаратуру с ними. Мы раньше в другом здании были, мы в подвал ее несли куда-то, потом приносили. И я думаю, классно, вот еще что-то. И раз за разом ты находишь какие-то вещи. И я хочу сказать каждому человеку здесь, все говорят, служить надо. Я не знаю, в чем служить, где нужда есть. Просто классно даже оставаться после служения или приходить немножко пораньше и смотреть, что люди делают. То есть есть нужда. И на самом деле не нужно быть пророком для этого. Не нужно быть апостолом, чтобы начать стульчики расставлять. Не нужно иметь дар пения, прям очень прекрасно. И вот для меня это классно, потому что я когда пришел, я такой, я не знаю, что умею делать, ничего не умею делать, но так раз за разом я шел дальше, я видел, вот тут могу помочь, вот здесь могу помочь. И потом в таких случаях часто ты даже можешь раскрыть какие-то таланты свои внутри, когда ты становишься верным в малом. Возвращаясь к Иосифу, я верю что почему он оставался верным до конца, почему он был таким успешным человеком, потому что он крепко держался слова от Бога. Вот у нас есть Слово Божие, которым мы наполняемся каждый день. У нас есть Слово как логос, как раскрытая воля Божия для нас, которая в Писании. Но также есть определенное слово, которое люди говорят в твою жизнь от Бога. И ты понимаешь, это имеет отклик в твоем сердце от Духа Святого. Ты понимаешь, это не просто слова, это не просто чьи-то слова, это слово от Бога. Это то, что ты слышишь, это то, что ты понимаешь. Да, это то, что Бог хочет мне сказать. И мы все помним, про Иосифа. Это были сны в его жизни. И он понимал, что это не просто какие-то сны, которые не имеют никакого значения. Это были пророческие сны, и он их рассказал своему отцу, он рассказал их своим братьям, и его братья жестко осудили. Они сразу хотели это убить, все в нем. Его отец тоже, даже отец возмутился на минутку. И он пошел в рабство, он куча всего прошел, но это слово он не отпустил. И я хочу сказать некоторым из вас, вообще себе и всем вам, то, что будут вещи, которые Господь скажет в твою жизнь, которые мне Господь говорил в мою жизнь, и ты живешь
год проходит, 2 года проходит, и ты не всегда видишь сразу исполнение Божьего Слова. Ты не всегда видишь вот прям сразу результат тех пророческих слов. Но в самые тяжелые периоды, я верю, когда были у Иосифа, он дальше держался крепко за это слово, и он не отпускал его. И он понимал, мне надо продолжать быть верным, мне надо продолжать исполнять волю Божию, мне надо продолжать убегать от греха, мне нужно продолжать иметь страх Божий, потому что у меня есть будущее, у меня есть то, к чему Бог меня призвал, и я должен прийти к этому, и я должен быть верен в рабстве, как слуга, и потом прийти к вот этому. И я недавно общался с братом, он такую классную вещь сказал, что именно вот классно, когда ты проходишь тяжелые времена или разные вещи, и ты не только думаешь вот о будущем, не только зациклен на этом, но ты учишься наслаждаться вот настоящим. Ты учишься вот даже в пустыне. Пока ты в пустыне, ты не дошел до земли обетованной, но ты по пути можешь находить наслаждение в том, вот в пути в самом. Потому что я себя нашел какое-то время назад, например, особенно последние 2 года. У меня там большие ожидания от своей жизни. Вот мы все, у нас амбиции есть, мысли. И ты думаешь, вот я буду таким, я вот туда поеду, я это буду делать, я вот так буду поступать. Но потом твоя жизнь в результате выглядит очень обычной. Ты там дома с бабушкой, там вот это подай, то сделай, и ты думаешь, а что здесь великого в этой жизни? Вот что вот здесь а где вот эти великие обетования Божии? А потом наоборот, иногда не просто обетование, а что-то идет не так. Вот как в жизни Иосифа. Он такой вот думает, вот сейчас преклонятся мои братья передо мной, мой отец даже, там все будут, и я буду... Они все служить мне будут. А потом года идут, и он только служит всем. Он только слуга всем. И Писание говорит нам в других местах тоже. Павел говорит Тимофею, по-моему, то, что крепко держись пророческого слова, которое сказано в твою жизнь. И я верю в то, что если мы хотим, и это то, что поможет нам выжить все трудные сезоны жизни, где мы не видим сразу обетований Божьих, держась за то, что Он уже говорил. И просто верно исполняя то, что Он уже говорил. Если нету нового слова в этом году для тебя, то делай верно то, что Бог в прошлом году говорил. Если нету в последние 2 года, делай то, что Он в начале говорил. И Бог будет верен, в конце концов, сделать все то, что Он обещал сделать. Последняя вещь, которую я бы хотел сказать, это вот выходить из зоны комфорта, да, можно это простыми словами, поверь именно. Не просто там из зоны комфорта там, ради каких-то глупых вещей. Потому что часто я так видел про себя, ты вот не готов для правильных вещей выходить из зоны комфорта, а там на мотоцикле ехать быстрее, чем нужно, готов. Евреям 13 глава, 13 стих, там написано: «Поэтому давайте и мы выйдем к Нему за пределы лагеря». Там «Нему» с большой буквы, да, про Бога. «Чтобы и нам понести на себе тот позор, который понес Он». И может казаться, а вообще как это все связано? Но выйти за предел лагеря — это вот как выйти из зоны комфорта определенной. Если ты хочешь к чему-то прийти хорошему, к чему-то благословенному, к чему-то классному, это всегда будет... Тебе нужно выйти за пределы лагеря. И лагерь, я представляю, это то, где ты себя чувствуешь комфортно. Это то, к чему ты привык. Знаю, сколько здесь молодых людей и всяких людей, которые хорошо работают, которые хорошо зарабатывают, которые двигаются в этой сфере, но из-за того, что нету больших целей, нету каких-то больших планов даже для этих денег, то в итоге просто красивая жизнь получается. И ты тратишь все свои деньги. Я, например, сам виновный в этом. То, что ты из-за того... И я был в таком состоянии, где тебе хочется, например, зарабатывать больше. И ты молишься за это, ты ставишь цели, и ты начинаешь зарабатывать больше. А потом ты как бы
из-за того, что нету каких-то целей, для чего ты зарабатываешь эти деньги, то потом и стимул их зарабатывать, он падает. И ты просто не понимаешь даже, зачем я работаю? Мне, в принципе, вот этого хватает даже. Зачем мне дальше идти? Зачем мне больше? Мы зарабатываем, мы работаем. Время приобретать дома, квартиры, машины. Что-то больше, чем просто по кафешкам ходить, чтобы просто красивую одежду покупать, чтобы себе технику обновлять, уже iPhone 70 покупать. Такое маленькое свидетельство, я сегодня это вспоминал, что, например, я по своей глупости в один момент напокупал, вот я кредитные карты себе открыл, там очень выгодные были условия, там никаких процентов, 12 месяцев первых или 15 даже месяцев, и ты там, и мне сразу дали денег достаточно там, и ты думаешь, о, прикольно, и я из-за этого, по своей глупости, я напокупал разных ненужных для меня вещей, которые я себе не мог позволить в тот момент, и которые ненужными были для меня. И потом и у меня был определенный долг, около $5000, вот, кредитный. И мне было нормально с этим. Я думал, я как-нибудь расплачусь с этим. Я так потихоньку, процентов нету, ничего нету, там как-нибудь разберусь с этим. Но как-то меня Господь обличил в этом, то, что это неправильно. Одно дело, когда ты, например, хочешь приобрести недвижимость, и, понятно, у тебя сегодня нету, например, $100 000, скажем, чтобы купить это, может быть. Но ты понимаешь, это от Бога идея, это что-то хорошее, это то, куда тебя Бог толкает, и ты понимаешь, это время роста, это время впрягаться в какой-то труд, брать, например, ипотеку, выплачивать и приобретать свое имущество. А я просто потратил на всякие штучки. Прикол в этом, то, что это было что-то не очень хорошее, это было что-то не прям, сказать, благословение, даже плохая какая-то ситуация, но Бог, Он способен обращать такие вещи во благо. И я что заметил? Вот, например, я зарабатывал, скажем, X какое-то количество денег в месяц в то время, когда у меня был долг этот. И потом, когда меня Господь обличил, когда я вообще проснулся, очнулся, а я вообще не зарабатываю достаточно денег, чтобы вот это все иметь, вот эти все вещи, которые я себе напокупал. И я сейчас не могу вот так раз и выплатить все за минуту или вовремя. И потом-то время я тянул, там то одно, то другое, а потом проценты-то начали капать в итоге. Процент первый, вот именно, и он $100 был. И это просто $100, которые я... Они просто как процент взялись. Вот с той стоимости, ну, с той суммы, которые... И я думаю, я ничего не купил себе, я ничего не сделал, а просто мне еще $100 надо доплатить. И эта ситуация меня просто заставила думать. Но я уже большую часть выплатил к тому моменту, но все равно я думаю, как так просто у меня деньги уходят, и я ничего даже не делаю с этим. И та ситуация вообще, в общем, заставила меня думать, двигаться и дала мне стимул работать. Я в тот год начал 2 раза больше зарабатывать, чем в предыдущий год. Именно просто из-за того, что казалась какая-то глупая ситуация, там ты в долг влез, но этот долг, он меня заставил как-то двигаться, шевелиться и думать. И я хочу поэтому сегодня как вызов бросить. Мы вот научились, да, многие научились хорошо работать, хорошо зарабатывать, но теперь учиться правильно распоряжаться этим, правильно это вкладывать, правильно к этому относиться. И я много в последнее время с разными людьми говорю об этом, впитываю мудрость, какие-то себе планы ставлю на следующий год, вообще на этот год, как лучше к этому относиться, как лучше относиться к тем вещам, которые Бог мне доверил, чтобы не просто жить красиво, а чтобы делать какие-то важные вложения. И именно вызов в том, что часто это будет что-то больше, намного больше, чем то, что ты можешь позволить себе. Или то, что... И это будет страшно. Например, я обсуждал какие-то вещи, которые я хочу сделать в ближайшее время, с финансами связаны. И мне просто ты начинаешь думать об этом, и тебе уже такое неприятно, и ты думаешь, а зачем все это, суета вся эта? Вот хорошо же, живу нормально. Но я верю в то, что если мы будем принимать какие-то вот такие важные решения от Бога и впрягаться в какой-то труд, и уже вкладываться в что-то
такое большое, важное, это нам даст стимул расти, опять же, работать больше, может, не больше, даже лучше, умнее, как-то что-то развивать. Филиппийцам 2:5, с 5 стиха по 8, ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса. Он по природе Бог, но не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Такой вызов и цель в длинную — подражать Христу. Это то, что нам нужно делать постоянно. Это то, в чем мы должны постоянно жить. И про верность, про страх Божий, относиться к вещам правильно. Это все упирается вот в то, что мы бы подражали Христу, чтобы мы ставили Его на первое место, мы брали с Него пример, чтобы мы вели нашу жизнь с Ним, потому что Он живой. Наш Бог, Он не карманный Бог, Он не мертвый Бог, Он не какой-то Бог, который уставший, который перестал действовать, который перестал что-то делать, а это Бог, который живет и говорит. Это Бог, который живет и действует. Это Бог, который исцеляет сегодня. Это Бог, который сегодня может жизнь дать. Это Бог, который может сегодня изменить твою судьбу и все изменить вокруг. И если мы будем такому Богу подражать, если мы будем о таком Боге размышлять, таким Богом наполняться, если мы со своей стороны будем проявлять верность, будем искать этого, Он будет идти сзади нас, вот так руки свои на нас возлагать и двигать нас вперед. Вот. Аминь.